Да, здравствуй, Аслан. Зрители знают тебя, многие, кто не знает, кто впервые видит, это Аслан, он живет в Гамбурге, канал называется «Реалити». У тебя пока один канал? У меня их там несколько, но основной мой реалити. Витаю тебя, Сергей, витаю всех твоих подписчиков и наших зрителей. Виталий, смотри, мы с тобой, до войны общались, наверное, год назад, я точно не помню, или летом, давно мы с тобой общались, или осенью, я уже и забыл, время так быстро летит. Сейчас время до войны и после войны, у нас вот так вот. Вот. Что у вас, как у вас в Гамбурге, как со стороны видения, да, оптимизм, пессимизм, равнодушие, я имею в виду, граждан Германии, ты же общаешься все-таки и с разными гражданами, и немецкий, наверное, немножко уже знаешь. Вот как они видят ситуацию? Вот мне интересно просто посмотреть твоими глазами на... Да, Сергей, я общаюсь, работаю, очень много приходится общаться с разными национальностями, которые здесь живут, в том числе поляки, и албанцы, и немцы, соответственно, немцев больше всего. И все как один поддерживают Украину и против России. Это так, на обывательском уровне, среди рабочего класса, среди такого обычного населения в Германии. По поводу вообще, многие не до конца могут разобраться, что происходит, потому что русские очень активно ведут пропаганду, очень активно, и они ее ведут уже много лет, я бы даже сказал, несколько десятилетий они ее ведут, именно с момента образования так называемой демократической Российской Федерации они ее ведут. И у них есть сторонники, есть люди, которые считают, что Путин – это человек, который делает многое для своего народа, русского народа и так далее. Но когда ты начинаешь им объяснять, что такое Путин, как он пришел к власти, взорвав своих же русских граждан, когда убил он 307 только от взрывов домов в 1999 году, где они были пойманы с поличными при попытке подрыва 5-го дома в городе Рязани в 1999 году, 22 сентября. И тогда, конечно же, все ужасаются, и они не могут поверить, насколько абсолютное зло из себя представляет Россия сегодняшняя, Путин и банда ФСБ. Некоторые думают, что я преувеличиваю где-то как человек, у которого страна оккупирована, у которого убито 300 тысяч, 30% от числа наших граждан. Эти люди думают, я в чем-то предвзят, скажем так, не объективен. Но с событиями, когда русские то же самое творят в Буче, в Гостомеле, в других населенных пунктах Украины, и это становится достоянием общественности, в таком случае уже мои слова уже больше имеют доверие, вызывают доверие у людей, потому что понимают, и даже мне подходил один немец и говорил, а ты знаешь, я не ожидал, что русские настолько, хотя мы с ним несколько часов разговаривали на разные темы, и он услышал мою точку зрения по действиям фашистской России, ее банд-армии, и все равно он подошел ко мне и недавно сказал, что ты знаешь, но он не столько, сколько извинился, просто дал понять, что он более близок к той позиции моей, которая была там несколько месяцев, может быть, даже год назад, когда мы с ним общались. Сейчас он уже это видит по-другому. Поэтому ситуация полностью, абсолютно, 100%, несмотря на много лет пропаганды российской, на стороне Украины. Общественное мнение, мировое общественное мнение. Я общаюсь также с американцами, и мне американцы рассказывают, что рабочий класс, а это самое главное, если рабочий класс на вашей стороне, на нашей стороне, то это уже о многом говорит, потому что это избиратели, это те люди, на которых ориентируются американские политики. Так вот, это рабочий класс, даже когда у них сейчас бензин поднялся очень дорого,
он говорит, вот мой знакомый мне рассказывает, говорит, что он слышал, как один американец говорил, там цена поднялась, там разговоры были на заправке, и он сказал, ничего страшного, ради того, чтобы Украина выстояла, мы готовы потерпеть. Вот такие разговоры ведет аполитичный, скажем так, рабочий класс, которому политика и Украина, он, может, вчера еще не знал, где она находится, ну, только приблизительно, а теперь он уже готов терять свои деньги, заправляясь там еще и так далее. Главное, чтобы Украина выстояла. Поэтому, парни, дело времени, и победа будет за нами. Спасибо. Аслан, смотри, мы сейчас проводим опрос в прямом эфире среди зрителей. Я задаю такой вопрос. Коли Україна звільнить повністю свої території? Вот, хотелось бы услышать твою точку зрения, а потом я тебе зачитаю, как проголосовали зрители канала. Предлагаю такие года: 22 год, 23 год, 24 и 25. Ну, варианты ответов. Ну, мне кажется, я, конечно, сторонник оптимизма и так далее, но мне кажется, в этом году, я очень надеюсь, просто все мое внутреннее «я» говорит о том, что в этом году будет конец этой войны, освобождение Крыма и всей территории, восстановление конституционного порядка на всей территории Украины. Но есть и пессимистический у меня прогноз. Это ориентировочно где-то до 2024 года. Еще пару лет, даже может быть 3 года это может продлиться. Почему пессимистический у меня такой прогноз? Потому что 2024 год это выборы президента Соединенных Штатов. 2024 год это усталость российской бандармии, потому что нужно время, чтобы она устала, нужно время, чтобы она выдохлась. Так, у меня сейчас, подожди-ка, тут небольшие проблемы возникают. Сейчас. И вот я рассчитываю, крайний случай, это будет вот к этому времени. Потом я тебе расскажу про психологию русских оккупантов. Они не воины, у них нет никакой мотивации. Это самый главный плюс, который у нас имеется, тому, что есть ленд-лиз, тому, что есть еще мировая поддержка, политическая, информационная и так далее. И почему в этом году это все закончится? Я считаю, что вот это самая большая такая у меня на это надежда, что в этом году будет конец фашистской России. Это связано с тем, что Россия намного слабее, чем она пытается из себя представить. И мир так сильно поддержал Украину, что я лично, который столько лет, вот с первых дней войны в Украине, с 2014 года, призываю весь мир поддержать, сам поддержу Украину, я был удивлен на самом деле, приятно, очень сильно удивлен. Такой поддержки не было вообще ни для кого никогда. Нам Запад оказывал поддержку, Америка показывала поддержку, Британия, западные страны оказывали поддержку. Но она была больше информационной, больше такой скрытой поддержкой. Чтобы вот так открыто, это о многом говорит. И поэтому есть все надежды, что в этом году будет полный разгром фашистских оккупационных сил в Украине. Демилитаризация России в Украине проходит по плану, как говорит Путин. Да, тут я согласен. Демилитаризация по плану, и у них нет мотивации. Вот подтверждают наши военные. Я вчера приводил пример, позавчера приводил пример, там один наш военнослужащий, которому мы помогли с автомобилем, он разведчик, он с разведкой выходит на ноль и выходит аж вперед туда, да, но как разведчики. Говорит, рассказывал такую историю. Говорит, смотрим, стоит колонна сожженная. Давай по рации соединяться с нашими. Кто был, может, до нас кто сжег. Они, если попадаются, они как там группа джавелинами херачат ее или наводят арту. Вот.
А тут сожженная колонна и все. Они подходят, смотрят, ни от джавелинов нету повреждений, нет арты. А русские что сделали? Перед этим колонну наши сожгли. Вторая колонна, которая шла, командиры гнали на убой, как обычно, шапками закидательства, да? А эти просто зассали, подожгли всю колонну и удрали. Вот я им потом начинаю рассказывать, как правильно делать, чтобы остаться живыми. Сжигайте танки, сыпьте песок в танки, ну вот в бензобаки, потому что, ну и благодаря этому останетесь живы. Вот, потому что и многие же из России нас смотрят. Это про мотивацию. А вот я у тебя хотел бы поинтересоваться, как ты думаешь? Потому что, ну, сейчас идти, например, в контрнаступление на территорию Российской Федерации, во-первых, политически, наверное, не знаю, как наши решат, а во-вторых, ну, в военном плане. Если мы только освободим нашу территорию, не уничтожив, не демилитаризировав Российскую Федерацию, они через 2-3 года опять же поднакопят силы, и опять начнется то же самое. Это же процесс будет бесконечный. Абсолютно. Вот. И получается немножко тупиковая ситуация. Тут надо или полностью ликвидировать этот режим. Но опять же, если будет ликвидирован режим, вместо Путина придет Путин номер 2, который начнет то же самое. Или просто надо демилитаризировать эту территорию, делать независимые республики. И делать, как я вот говорил, что для Украины самое правильное было бы сделать Новороссию из тех республик, которые граничат с Украиной. То есть Воронежская область, Курская область, Кубань. Сделать там Новороссию, признать, ну если они захотят, да, цивилизованный мир, демократические там правительства, чтобы это был пояс безопасности и с дечавилами. Ну это, я вот так хочу, чтобы развивалась ситуация. Как дальше будет, не знаю. Что будут делать республики Кавказа? Мы эту тему обсуждали со зрителями, а я говорил, мы вот дождемся, когда выйдет в эфир Аслан. Как ты видишь, как чеченец, и как ты видишь, как вообще гражданин Ичкерии, да? Стоит ли Ичкерии как-то взаимодействовать с другими республиками Кавказа? Или не стоит? Или вообще какие настроения, например, в Дагестане? Или в других республиках? Потому что там же есть много автономных республик. Вы планировали вообще вот будущее? Потому что мы сейчас будущее своей страны планируем. Как еще мы войну не выиграли, а мы уже планируем, как мы дальше собираемся. У вас же тоже, наверное, есть какие-то планы будущего вашей страны. Да. Правильно, да? Вот твое мнение хотелось бы. Да, Сергей, я с первого твоего вот этого вступления хочу внести ясность по поводу того, отстанет от вас Россия или нет. Россия от вас не отстанет никогда. Вы это уже многие поняли, и вот почему она не отстанет. Накопления Советского Союза, которые мы знаем все прекрасно, что Советским Союзом управляло Политбюро, а Политбюро контролировалось, управлялось, и в конце концов уже в 80-х годах, когда Андропов окончательно занял власть, принадлежала власть КГБ, и армия была отстранена от управления. Тогда советская армия, она не та сегодняшняя российская армия, она имела какие-то там свои честь, кодекс и так далее. Относительно, все, конечно, относительно, что связано с присутствием русских и российской армии. Так вот, в России, как я, человек, который долгое время жил в Москве, я знаю, что они планировали, у них закулисные такие разговоры были между собой в общениях, восстановить дворянство, монархию. И те капиталы, которые накопил Советский Союз, они были разделены при развале Советского Союза, как наследница Советского Союза Российская Федерация. Вот эти все блага, которые были накоплены 3-4 поколениями наших отцов и дедов, были разделены между гибнюками, потомственными гибнюками, 2-м, 3-м, 4-м поколении. Сейчас же и тот же Ельцин был тот же гибнюк, это тот же как Навальный, и именно Ельцин спас тогда Лубянку и не дал провести люстрацию.
И потом просто они мимикрировали под демократов, быстро прибрали все к рукам и снова уже официально, открыто захватили власть. Для чего им нужна Украина? Украина им нужна для того, чтобы ваша славная история, которой у них нет, на самом деле ее у них нет. Она бы была бы, если бы они честно рассказали бы, что там какой-нибудь там князь украинский или там, не знаю, Долгорукий какой-нибудь там закладывал Москву, что они тут жили там, ну, по-честному все было бы. Но они поступили по-другому. И это уже этой истории, фейковой их истории, которая украдена у украинцев, а ей уже сотни лет, да, они этим кичатся и развиваются. И без Украины, без вхождения Украины в их новую империю, где они будут дворянами, они будут передавать свои вот эти богатства и свои титулы управления Россией своим отпрыском, без Украины, без ее славной истории, они не могут это осуществить. Это все получится фейково. Поэтому они от вас не отстанут никогда. Это надо точно, четко усвоить. И захват Украины был запланирован именно для того, чтобы после этого Путина ввести, помазать его там на царствование и так далее. Его дети будут унаследовать эту власть. Это же относится к тому храму, который был построен. Это была бы там же, я думаю, там же у него было бы помазание на царствование в этом храме, вот тот известный военный храм, который сатанистский, который они построили, и так далее, и так далее. Туда же должна включиться Беларусь, и после того, как они укрепятся, конечно же, они пойдут дальше. Именно поэтому Запад понял, что после Украины будут они, и Запад, Америка поняли, и что они должны предпринимать все усилия. Поэтому нужно не только освобождать свою территорию, а гадину добивать у себя в логове. И я недавно делал по этому поводу там коллаж, такое видео небольшое, где я призываю, что Киев просто обязан, должен взять Москву. И без этого конца и края этому не будет. Можно ли взять, можно ли захватить, победить Россию и так далее, и так далее. Может мы еще больше разозлим Россию, что она там, сделает что-то такое, что там мы еще даже там боимся чего-то. Это все у нас в голове. Ничего больше того, что она делает сегодня, она сделать не может. Ее пробуксовки, это надо тоже четко у себя усвоить. Убийство детей, изнасилование детей, сжигание женщин, обстреливание там роддомов, школ, больниц, музеев, там, где там в театре тогда прятались дети и так далее. Это говорит лишь о том, что они идут ва-банк. Вначале они заходили, как вы помните, они заходили там с парадной формой, не трогали мирных граждан и так далее, и так далее. Вот тогда они своего истинного лица не открывали. Но как только им дали отпор, они начали воевать, они стали воевать не столько с военными Украины, сколько с мирными жителями, чтобы внушить страх. Большего, что они делают, они не могут сделать. Это тоже нужно усвоить. И единственное, что оставалось, это нанесение какого-нибудь ограниченного ядерного удара или подрыва какой-нибудь атомной электростанции и так далее, и так далее. И меня это очень сильно беспокоило. Я боялся вот именно вот этого развития сценария. И ваш Арахамия там тоже начал какой-то бред нести как-то, что там чеченцы могут быть причастны и так далее к этому захвату какой-нибудь атомной электростанции и так далее. И была большая опаска. То, что Путин пойдет на эти жертвы, вообще я нисколько не сомневаюсь. Убить 1, 2, 2, 3, чем больше убьет, тем величественнее их победа считается. Чем больше жертв с их, чужой стороны, это, вот, им нужны жертвы. Даже повод не обязательно какой будет. Неважно, насколько эта война праведная, неправедная. Важно, чтобы праведных войн, по-моему, Россия никогда не вела. Важно, чтобы было больше жертв. Но после того, как Борис Джонсон сказал, что как только будет нанесен ядерный удар по Украине, Великобритания, не консультируясь с другими членами НАТО, нанесет ответный удар
по бункеру. И самое главное, это бункер. Самая большая ценность России, это тоже нужно усвоить. Самая большая ценность России, это жизнь Путина. Все. 140 миллионов по сравнению с этой жизнью ничего не значит. Путин готов ими пожертвовать. Хотя я не уверен, что там 140, максимум там 90. Поэтому, в принципе, соотношение сил Украины и России, они одинаковы. С учетом того, что около 30 миллионов мусульман живет в России, большая часть этих мусульман категорически против России, хотя есть и за, и другие народы мусульманские. И если их убрать, то русских и граждан Украины приблизительно одинаково оказывается. Если же убрать еще тех русских, которые выступают против войны, и оставить только тех, кто за войну, то Украина намного больше в человеческом смысле, в человеческом потенциале превосходит своего противника. Плюс оказание того оружия, той помощи, которая сегодня оказывается, тот ленд-лиз, это уже последняя точка была. И американцы, кстати, сказали через военных, что в случае нанесения удара по Украине мы нанесем удар по бункеру. Все. Этот вопрос, я считаю, в принципе, можно закрывать. Соответственно, остается потихонечку перемалывать оккупантов, которые находятся. И самое главное, в душе, психологически, морально, так как вы уже стоите на ступеньку выше, нужно продолжать вот этот успех. И не высокомерие, главное, чтобы не перепутать, не высокомерие, не гордыня какая-нибудь, а чувство собственного достоинства и превосходства над вот этими орками и преступниками и бандитами. Это так, по первой части то, что ты говоришь, и те мысли, которые я постоянно излагаю своим зрителям, и там мы обсуждаем вот в этом направлении. Что касается Кавказа, это та поддержка, которая сейчас нужна Украине. Это Украине сейчас нужна везде поддержка, и сейчас я вижу активно украинцы ищут эту поддержку, ищут ее не только на Западе, но и внутри России. Я буду предельно честен, Сергей. Когда мы воевали и колоссально просто сносили русскую армию на нашей земле, кавказские народы не поднялись. Не поднялись. Даже когда мы оказали полное сопротивление, выкинули русскую армию с нашей территории, даже тогда кавказские народы не поднялись. Это сухая статистика, констатация фактов, факта, который я видел своими глазами. Мы просили, мы умоляли весь мир нам помочь, но никто нам не помогал, кроме Запада. И то только информационно, иногда там гуманитарно постоянно, но ни военной, ни политической помощи никакой не было. Поэтому рассчитывать на Кавказе, что кто-то поднимется, я бы не стал на самом деле. Также, я считаю, очень ошибочно рассчитывать, что в России кто-то восстанет. Не хочу никого расстраивать, но я вынужден говорить так, как есть, чтобы лишние надежды мы не питали. Русский народ не поднялся. Русский народ не поднялся, когда его же спецслужбы взрывали в своих же собственных домах. Об этом знают все русские. 95% русских знают, что именно Путин с Патрушевым и ФСБ взрывали их в 1999 году. Русские боятся. Русские атомизированы. Они не такие. Оно не гражданское общество. Русское общество, российское общество. Это не гражданское общество. Это ГУЛАГ. Это ГУЛАГ народов, который был в советское время и который остается, и в который вам призывают вернуться. Мы же, чеченцы, пережившие геноцид, находимся тоже не в очень хорошем положении, но при всем при этом, как ты правильно сказал, мы строим планы на будущее, мы строим, нам мешают строить, нам тут навязывают там разные халифаты, разные там имараты и так далее, и так далее. При всем при этом, опять же, при помощи не только русских спецслужб это происходит, этим занимаются турецкие спецслужбы в том числе, которые имеют свои интересы на Кавказе, так как очень много тюркоязычных живет на Кавказе. Кроме чеченцев, там подавляющее большинство это тюркоязычные.
И у них есть своя агентура турецких спецслужб, там среди силовых структур и так далее, и так далее. Но, Виктор, Сергей, если мы оказываем помощь, а мы оказываем сейчас Украине помощь, нам воюют и информационно поддерживаем, и чеченцы абсолютно, почти 100%, не считая предателей, поддерживают Украину как могут. Мы собираем гуманитарку отсюда, уже 3 отправили, вот там наши товарищи с Вены, там закупаем дроны и так далее, тоже пытаемся всячески помочь, ну и информационно тоже помогаем. Нам нужна, Сергей, поддержка политическая. Нам нужно, чтобы президент Зеленский не воротил нос от нас. Нам нужно, чтобы в случае победы, как после 2014 года, внесли в санкционный список бойцов, которые защищают Украину. Это все очень хорошо сказывается. Я, как пропагандист украинской стороны в чеченском обществе, могу это сказать. Этим бьют просто наотмашь. Мне чеченцы говорят, ну смотри, Тумгоева выдали, смотри, внесли в санкционный список. Они завтра с русскими помирятся, или там с турками там сдружатся, и наши интересы останутся в стороне. Поэтому, если бы Украина проявила бы политическую волю, руководство, политическое руководство, так как военное руководство у себя в документах, где они публикуют, указывает Чеченскую Республику как временно оккупированную. Так и есть. Мы временно оккупированы. Мы никогда не входили в Российскую Федерацию. Мы вышли из СССР наравне со всеми. Мы оказались просто первыми, с которыми Россия решила оккупировать, которых Россия решила оккупировать. И потом под тоннами лжи наша правда просто потерялась. А на Западе лицемерно, трусливо предпочли нефть, газ заменить на правовые гуманитарные нормы, которые, нефть и газ, которые они получали из России. Поэтому, если нам окажут поддержку, если нас признают на государственном уровне, если нам будет оказываться финансовая, политическая, военная, техническая, разведывательная помощь, даже поменьше процент, чем это делает сейчас Украина, конечно, мы бы с удовольствием более активно начали бы развиваться. Но, и знаешь еще, что момент очень важный. Среди нас есть российская агентура, с которой пытаются ваши спецслужбы заигрывать. Хотя я публично об этих агентах заявляю, говорю, ну вот заигрывание кое-какое идет. Поэтому тоже нужно наладить нам выстроить эти отношения. И кроме нас на Кавказе, ну не считая почти независимую Грузию, которая сейчас полностью ориентироваться начала, к сожалению, на Россию, больше некому поддержать. Кстати, и всей России тоже. И вот заканчивая, Сергей, мысль, я бы хотел добавить одну вещь. Если Украина, а Украина хочет победить, я это вижу, делается очень многое для победы, и для того, чтобы победить Россию, ее нужно изнутри начать расшатывать. Начать расшатывать через симулякров вроде Фейгиных, Ходорковских, Каспаровых. Это симулякры спецслужб. Эти люди, которые всегда находились на хороших позициях, Навального того же самого, находились на позициях вот в этой современной фашистской России, которая устраивала геноцид и вела вот эти завоевательные свои имперские войны. Так вот, нужно обращаться, как это не покажется странным, к ворам в законе. Вся система в России, как и ГУЛАГ народов, она построена на силе, теневой силе вот этих преступных элементов и воров в законе. Эти люди единственные, кто могут реально имеют власть и реально могут наказать всех преступников. Но и среди них есть агентура. Мы знаем, что КГБ контролирует вот этот институт воров в законе. Именно для этого туда внедряются разные воры. Но если этих достойных людей
которые не идут на поводу у российских спецслужб, не являются марионетками. Сотрудничать, как-то контактировать, им всем приходится, находясь там. Но если они есть, их найти, ваши спецслужбы, смогли бы это сделать. И если сделать ставку на них, об этом говорил Джохар Дудаев еще в 96-95 году, буквально за несколько месяцев до своей гибели. Только вот эти люди, как бы это, вот мы это все перестрадали, перепробовали, мы искали выходы. Ни один народ на этой земле не сделал больше, чем сделал чеченский народ для того, чтобы победить в этой страшной войне, в которой силы были просто несопоставимы. И в какой-то степени нам кое-что удалось. И смекалка, изобретательность у нас тоже имеется не хуже, чем у украинцев и евреев. Поэтому я думаю, что именно в этом плане, что воры в законе могли бы оказать влияние и помочь сменить систему. Но этим ворам, наверное, дать какие-то гарантии, какие-то там безопасность и так далее, и вывести их, наверное, иметь дело с этими людьми. Вот только так я вижу выход. Все остальное зря. Арестович отличный парень, говорит прекрасно. Сколько я его смотрю, ни разу не дал себя поймать с этим Фейгиным. Но общение Фейгина и Арестовича происходит чисто с российской стороны, со стороны Фейгина, происходит чисто в разведывательных целях. Вот все, что он делает, хоть что-то, хоть как-то, хоть косвенно, хоть его мимикой, сидят потом люди это изучают, российские там вот эти спецслужбы, посмотреть, в какой стадии как находится. Это бесполезно, да, можно много подписчиков набрать, это очень интересно, можно красиво говорить и так далее, но для победы это, не знаю, наверное, даже вреднее, может, польза какая-то от этого есть, но это и приносит вред, потому что если бы это не было бы нужно, мы Фейгина вообще даже не нашли бы просто на этой земле, его потеряли бы. Он долгое время находился в России. Когда я работал адвокатом, среди нас были слухи, что вот этот человек, Фейгин, тоже работал тогда адвокатом в Московской палате, является агентом российских спецслужб. Поэтому если с гибней, хочешь иметь дело, имей дело с Фейгиным. Так, условно говоря, у нас в нашем сообществе это обсуждалось. И понятно, что Фейгин не свободный человек, и никакой пользы от этих людей нет. Но я вижу, что вокруг Зеленского есть люди, которые пытаются, Гордоны всякие там, хотя они не вокруг Зеленского, ваше СБУ, КГБ, как филиал ФСБ, КГБ, там нет люстрации. Есть некоторые вещи, которые следовало бы кардинально изменить. Я так это вижу, Сергей. Извиняюсь, что так долго. Я приблизительно давно с тобой не общался, я что-то спрашивал, даже у тех граждан Российской Федерации, которые против режима Путина, они все надеются, что Украина и коллективный Запад решит их проблему, что коллективный Запад разрушит их систему управления страной, поставит нового какое-то демократическое правительство, поставят, понимаешь, они так думают, что за них кто-то все это сделает, и психология вот эта раба, у них и ничего не поменялось. Они ждут, что Украина или Запад за них все поменяет, и дальше назначат им какое-то правительство, и дальше это будет демократическое правительство ими править. Вот так они думают. Абсолютно, Сергей, и дополню. После того, как убили 30% наших граждан, оккупировали всю нашу территорию, посадили там огромное количество людей, перемололи весь наш народ, и даже тогда русские очень рассчитывали, что мы будем сметать Путина. Вот психология у людей. Миллионный народ, который пережил геноцид, от них же, они мне говорили, помогите нам смести Путина. Я говорю, ребята, вы что, вообще с ума сошли, что ли? А тем более, конечно, они рассчитывают, что сидит какой-то Каспаров и рассказывает, что Запад ничего не делает. А что делает Каспаров? Готов ли он пожертвовать своей жизнью и так далее? Ничего подобного, близко этого нет. Им нужно, чтобы Запад сделал. Давайте Запад. Сидит Пьянковский, которого я слушаю, которого я в определенной степени уважаю. Он говорит,
заберите все деньги у олигархов, у миллиарды, там триллионы, они говорят, 1 триллион, 2 триллиона, там какие-то деньги у них есть, и эти деньги отдайте будущей там новой России. Он не говорит, отдайте это Чечне, которую они триллион нам задолжали, 1 триллион долларов. По нашим подсчетам, а Россия нам должна. Он не говорит об Украине. Американцы просто забрали сейчас 300 миллиардов и говорят, мы сейчас будем Украине помогать. Но русские оппозиционеры в голову даже не приходят. Они думают, что они все заберут. Даже вот эти оппозиционеры, которые говорят не на Украине, а в Украине. Эти люди даже, когда затрагивается тема об компенсации, они ее пытаются обойти. Там разные Пономарев, там другие, третьи. Вроде бы их там не поймаешь ни на чем, они так аккуратненько все это обходят стороной, эти острые углы. Но как только вопрос возникает отдать Украине, города разрушаются. Мариуполь превращен в Грозный, там убито огромное количество людей, остались сироты, инвалиды, психологически, разрушены заводы, фабрики. И это только еще, это же не конец. Даже не заикаются. Да, нет, ребят, да, мы отдадим Крым там и так далее. А потом мы знаем, как это все происходит. Потом надо спросить народ, крымчане, они же живут, давайте проведем новый референдум, там незаконно завладели территорию, и говорят, это в лучшем случае они говорят. Это как бы они типа Украине идут на уступки. Ну давайте сейчас Путина уберем и потом проведем в Крыму референдум. Это моя квартира, ты у меня зашел, ее забрал, Сергей, и после того, как я тебе надавал в нос, ты говоришь, ну ладно, я тебе отдаю эту квартиру, ну давай спросим там жителей, которых я сюда заселил. Ну это бред, короче, сивой кобылы. Вот такие эти оппозиционеры. Я советую ни с кем с ними не вести. Есть там среди них сотники есть, которых я этих людей уже годами, десятилетиями изучаю. Всю свою сознательную жизнь. А Сотника очень давно знаю, наблюдаю за ним. Есть Курочкины сейчас появились. Вот единиц. Есть Стамахин у вас там находится. Великолепнейший просто человек с великолепным складом ума. Принципиальнейший человек. Но вот этих людей не слышно. Слышно каких-то Ходорковских, Фейгиных. Хотя и те, и эти, вот те, про которые я говорю, даже Сотник больше имеет влияние на русское общество, чем имеет какой-то Каспаров или Ходорковский. Причем мегавор, мегаграбитель, который обворовал всю Россию и Чеченскую республику обворовал, и матерый имперец. Зачем украинцам нужны эти люди? Все вернется, опять те же грабли будут. Ни в коем случае нельзя с ними иметь никаких дел. Да, спасибо, Аслан. Смотри, тут просто 21 час Микола Рушниця начал стримить, чтобы мы ему не перебивали, мы так договорились друг другу в стриме не перебивать. Давай мы с тобой, когда будет у тебя время, созвонимся, потому что тема не раскрыта. Мы только начали беседу, я смотрю, за полчаса, тема не раскрывается полностью, это надо посвятить, может, пару передач, чтобы как-то спокойно пообщаться, потому что у меня есть еще вопросы, у зрителей есть еще вопросы, и по разным вариантам развития ситуации. И было бы интересно пообщаться, чтобы, чтобы было время для этого, да, вот. Я предлагаю... Да, с удовольствием. Я предлагаю потом, в принципе, скайп я настроил с хорошим качеством, в принципе, все нормально, мы потом договоримся с тобой. И люди спрашивают, некоторые давно, новые подписчики, говорят, кто это? Это Аслан, канал Реалити. Ссылку модераторы скиньте, пожалуйста. Он живет в Гамбурге, поддерживает Украину, мы с ним, он почетный член Украинской спилки блогеров. Хотя он не этнический украинец, мы просто так думали, как это правильно сделать. Вот. И у меня тоже есть вопросы по тому, как происходят дела в Германии, тоже поговорим об этом с тобой. И по перспективам того или иного развития ситуации. Потому что, в принципе, вектор уже направлен, варианты могут быть разные. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Извини, что я прерываю, потому что коротко. Я знаю, что у нас с тобой обычно стрим, 2 часа, и он так пролетает, как 1 минута. Я думаю, мы с тобой договоримся, это не последний стрим, и мы проведем, когда ты там будешь. Да, давай, это почаще делать, каждый день делать. Война, должны победить. И наш информационный фронт, он должен быть полностью заполнен.
Да, все, друзья, спасибо, берегите себя, подписывайтесь на канал Аслана Реалити, я после стрима скину ссылку в описании. Берегите себя, все интересное еще впереди. Спасибо, Аслан. Все, спасибо, слава Украине, слава Ичкерии, Господи, благослови Америку и Великобританию. Да. Всего самого хорошего, друзья, пока. Пока.